Вот так вот резко, неожиданно, казалось бы. Ну, хотя что, на часах 7:00, а что тут неожиданного? Это время наступило, а вместе с этим наступило и что? Самая уютная, самая семейная программа на телеканале «Якутия-24». «Утро Якутии». Доброе утро, дорогие телезрители. Катерина Винокурова, Павел Танин. Вновь мы с вами начинаем новый день. Просыпаемся, улыбаемся ему и готовимся покорять новые вершины. Постараемся сегодня со всей нашей утренней командой, а их достаточно много человек, да, настроить вас на позитивный, хороший, продуктивный день. Да, и все для этого мы обязательно сделаем. Ну и чтобы оставаться с нами всегда в контакте, скажем так, всегда следить за тем, что происходит, что-то, что не попадает в эфир иногда, вы можете пользоваться для этого мессенджером, который ловит даже на парковке. QR-код вы видите на экране, сканируем, переходим, остаемся с нами всегда и в течение дня подпитываемся хорошей энергией, которая оттуда будет вам поступать. Ну а прямо сейчас узнаем, хорошо ли нас сегодня встречает погода. Сегодня в центральных районах днем ожидается 0 плюс 3 градуса, в заречной группе плюс 2 плюс 3 градуса, в южных до плюс 2, в Вилюйской группе от 0 до 1 градуса тепла, в Нижнеленских минус 1, минус 2, в западных от минус 1 до плюс 2, в Колыме-Дигирских от минус 13 до минус 2 градусов. В Янских минус 1, минус 10, на северо-западе минус 8, минус 19. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 11 градусов мороза, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Штиль. Днем сегодня ожидается небольшой мокрый снег, ветер южный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 3-5 градусов тепла. Уже вот такая прям плюсовая. Уже без минуса. Уже без минуса днем. Вот как бы весна наступает. А что мы хотели в конце марта? Вот честно. Вот хотели что-то минус 50? Нет, ни в коем случае. Ну а мы перенесемся от нас, да, географически немножко в другое место и немножко с такой историей волнительной. Где-то можно попереживать, где-то, может быть, даже взгрустнуть, а где-то порадоваться. В Ленинградском зоопарке произошла история, которая напомнила о случае с детенышем Панчем. Тогда у пары японских макак, напомним, родился малыш, но мать по разным причинам не смогла о нем заботиться. Теперь ситуация повторилась. В конце прошлого года у пары редких макак Вандеру появился детеныш, девочка. Первые 3 дня мама старательно ухаживала за крохой, но потом отвергла ее. Как выяснили зоологи, всему виной сложная иерархия в стае. Более сильные самки мешали ухаживать, а низкое положение матери не позволило ей защитить малышку. Сотрудникам зоопарка пришлось забрать детеныша из вольера. Теперь они выкармливают девочку сами, и она уже находится в надежных руках. Вандеру вид уязвимый, здесь каждый малыш на счету, поэтому борьба за жизнь крохи идет буквально круглосуточно. Вот. Ну что хочу сказать, да? Я в эту студию прихожу, чтобы плакать, что ли? Нет, конечно. Ну, хорошо закончилась история, это радует, да, что, в принципе, вот работники такие отзывчивые. Да, очень важно, чтобы всегда были, да, в окружении. Помогать и друг другу, людям очень важно, помогать и нам, людям, нашим братьям меньшим, потому что, мы же как бы вершина эволюции, как считается, поэтому мы должны помогать тем, кто, может быть, иногда не может о себе позаботиться. Ну, вот такая вот трогательная история из Ленинградского зоопарка. Видите, как важно вовремя помочь, поддержать, особенно когда речь идет о здоровье и развитии. Мы, люди, тоже порой нуждаемся в том, чтобы нас взяли за руку и помогли проснуться, разогнать кровь, зарядиться энергией на весь день. И лучший помощник в этом движении. Самое время позаботиться о себе. Выходите из-за столов и повторяйте за нашим тренером утреннюю зарядку. Заряжаемся вместе. Всем доброе утро, меня зовут Елена Гаева, и сегодня мы сделаем с вами зарядку на все группы мышц. Итак, поехали. Начинаем разминать наши плечи, разминать наши ручки. Каждое упражнение мы выполняем по 1 минуте. Итак, следующее упражнение у нас поворот. В сторону тоже тянемся, растягиваем наши плечи.
разогреваем наши мышцы. Следующее упражнение у нас ручками бьем вниз и делаем захлест. Стараемся пяткой достать до попы. Это упражнение тоже выполняем 1 минуту. Итак, следующее упражнение у нас круговые движения руками. Следующее упражнение у нас круговые движения руками. Это упражнение тоже также делаем 1 минуту. Следующее упражнение у нас поднимание колен вперед. Разогреваем наши колени. Следующее упражнение у нас махи ногами в сторону. Все делаем медленно, красиво. Следующее упражнение у нас вращение бедрами в бок. Тоже это выполняем 1 минутку. Обязательно дышим, обязательно улыбаемся. Так, остановились, ручками потрясли, ножками потрясли. И теперь будем вставать на носки и поднимать руки через бок. Вдох, выдох. Вдох, выдох, носки, пятка, носки, пятка. Следующее упражнение у нас перекаты с ноги на ногу. Это упражнение также разогревает наши колени. Ручкой тянемся вниз, шея у нас продолжение спины. Также дышим, вдох, выдох, вдох, выдох. Остановились, ножки встряхнули. Итак, эту зарядку вы можете выполнять каждый день, чтобы быть здоровыми, красивыми и бодрыми. Всем пока-пока! Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. Маркетплейсы из реестра цифровых платформ будут обязаны открывать пункты выдачи заказов в отделениях Почты России или доставлять товары напрямую туда. Ранее в среду Минцифры России сообщила, что направила в правительство законопроект о мерах поддержки Почты России. В том числе он направлен на расширение доступных для граждан сервисов и модернизацию почтовой отрасли. Детям и взрослым с хроническими и редкими заболеваниями кожи будут оказывать помощь лучшие специалисты республики. Так, в Якутском республиканском кожно-венерологическом диспансере открылся центр генных дерматозов. С сегодняшнего дня уже начали прием больных ихтиозом и забор крови на генетический анализ. Пациентам будут обеспечивать своевременную диагностику, постоянное наблюдение пациентов и внедрение новых современных методов лечения. Ранее 14 центров генных дерматозов открывались в разных регионах России. Масштабная работа проводится при поддержке благотворительного фонда «Дети-бабочки». Крайне важное открытие таких центров по территории нашей страны, особенно для таких регионов больших, как Саха-Якутия, Республика Саха-Якутия, поскольку пациенты раньше вынуждены были ездить в профильные федеральные центры за много тысяч километров. В настоящее время они могут получать профильную помощь у себя в регионе. Проекты открытия таких профильных центров решают задачи национальных проектов демография, активная продолжительная
жизнь», проектов «Семья». В столице республики продолжает работу кардиососудистый центр. За 4 года комплекс, оснащенный по последнему слову техники, принял около 80 тысяч пациентов. Хирурги выполняют сложные вмешательства от шунтирования до операции на открытом сердце, в том числе трансплантации. Врачи консультируют и дистанционно, например, практикуют теле-ЭКГ. Жители самых отдаленных уголков Якутии проходят процедуру, не выезжая за пределы района, и могут оперативно получить мнение ведущих специалистов. С недавних пор в центре открылась кафедра интегративной кардиологии, где молодые врачи будут познавать азы лечения заболеваний сердца. Роспотребнадзор подготовил новые правила для производства готовой еды, продаваемой через магазины и службы доставки. Из-за отсутствия четких норм ранее возникали риски для безопасности потребителей и сложности в контроле бизнеса. Согласно поправкам, такие цеха запрещено открывать в жилых домах, а процессы на них должны быть автоматизированы минимум на 50%. Также вводятся строгие требования к уровню шума, качеству воздуха и герметичности упаковки блюд, которые должны поступать в продажу полностью готовыми к употреблению. Швеи, дизайнеры, сапожники, а также продуктовые и категорийные менеджеры завоюют мир. Как сообщили эксперты, в рамках Московской недели моды именно они станут одними из наиболее востребованных специалистов модной индустрии в этом году. По итогам прошлого года число вакансий в сфере производства ткани, одежды и обуви увеличилось на 67%. Наиболее востребованными остаются прикладные профессии, напрямую задействованные в производственном цикле и оформлении визуала итогового продукта. Кроме того, базовое владение инструментами на основе искусственного интеллекта становится универсальным рабочим навыком для сотрудников отрасли. Мы знаем, что текущий год, 2026, он ставит перед бизнесом непростые задачи. Предпринимателям приходится искать баланс между оптимизацией расходов и сохранением комфортного уровня сервиса. Как никогда актуальное решение, которое позволяет экономить ресурсы, не жертвуя удобством. Именно об этом мы сегодня и поговорим. У нас в гостях Наталья Ларионова, начальник управления развития корпоративного бизнеса Алмаз-Эргейн-банка. Наталья, доброе утро. Доброе утро. Вот, мы знаем, что вы запускаете акцию новую для предпринимателей. Вот расскажите, в чем ее суть и какую реальную выгоду, возможно, предприниматели могут получить, воспользовавшись этим предложением. С 1 апреля мы запустили акцию для микро и малого бизнеса на поддержку наших клиентов потенциальных. Акция у нас начинается с 1 апреля и будет действовать по 1 октября. Она направлена на поддержку малого бизнеса и предусмотрит различные пакеты для обслуживания. Ну, что это за пакет тогда, наверное, Прежде всего, пакеты Light и Light Pro – это бесплатное обслуживание в течение 6 месяцев с 1 апреля с даты подключения. И также пакеты бизнес и цифра, которые предусматривают бесплатное обслуживание в течение 3 месяцев. Ну, как мы понимаем, речь по большей части идет про, грубо говоря, экономию на обслуживании. Ну, вот если по тем словам, которые вы только что сказали. А в целом какие условия, да, может быть, есть какие-то ограничения или какие-то нюансы, может быть, скажем так? Да, вот акция действует для новых клиентов, которые не являются пока нашим клиентом нашего банка. И мы запустили специально на поддержку потенциальных новых клиентов, поскольку, учитывая, что мы как местный банк стараемся поддерживать местный бизнес, и данная акция направлена на то, чтобы микро и малый бизнес могли сэкономить на своих деньгах, не тратить на банковское обслуживание, а пустить на развитие своего бизнеса. То есть акция доступна, точнее, условия акции, предложения доступны только для представителей, вот, как вы говорите, микро и малого бизнеса? Или же все-таки для покрупнее? Всех, да, покрупнее, но на самом деле просто пакетами больше пользуется микро и малый бизнес, поскольку крупный бизнес, у них обороты намного больше, и особо не смотрят на пакеты обслуживания, но мы будем рады их видеть. А есть, может быть, какое-то, предпочтение, неправильное слово, да, что, может быть, по сферам ведения бизнеса какое-то, какие-то категории, которые, действительно подойдет такое предложение? Да, мы ожидаем предпринимателей в сфере торговли, строительства, грузоперевозки, а также общепит, и другие сферы, которые захотят, конечно, с нами сотрудничать. Есть ли какие-то ограничения, моменты, на которые стоит обратить внимание предпринимателям? Нет, как таковых ограничений нет. Наоборот, у нас пакеты предусматривают более удобное и лояльное обслуживание в целях экономии, а также популярно для всех тех предпринимателей, которые пользуются переводом в пользу физических лиц.
Помимо обслуживания, какие еще преимущества? Ну, может быть, даже уже не в рамках акции, а вот преимущества использования, ну, работы с Алмаз-Эргенбанком. Наше преимущество, что мы являемся региональным банком. Во многих улусах нашей республики мы представлены. Есть возможность подойти в наши офисы, отделения, проконсультироваться, уточнить. Ну и подать документы можно на открытие расчетного счета. То есть мы тут уже, да, как раз переходим к вопросу именно регионального банка, что он всегда вот под рукой, то есть особенно в районах республики, потому что ну, как бы хорошо, когда ты можешь физически в любое время в отдаленном месте, тем более прийти и спросить, задать вопросы и так далее, тебе ответит живой человек, который объяснит, ну, мы понимаем развитие там ИИ, но тем не менее объяснит доходчиво и подробно. Это здорово. Вот. В целом, говоря про бизнес, насколько, как я даже сформулировать не могу, вопрос? Так, да. Помочь. Помоги, да, вот. Что ты хочешь сказать? Да, ну, говоря про условия, да, что, опять же, возвращаясь к местному банку, в плане расчетов, может быть, тоже какие-то преимущества есть, то есть проведение времени расчета, и, там, насколько быстро они производятся. Так как мы являемся местным региональным банком, мы знаем всю специфику ведения бизнеса, в том числе сезонности, климатических особенностей. И, соответственно, удобно для предпринимателей и клиентов нашего банка обслуживаться в Алмаз-Эргенбанке. Прежде всего, мы в одном часовом поясе. К нам можно всегда подойти лично, проконсультироваться. Не нужно подстраиваться под другие федеральные часовые пояса. Кроме того, у нас всегда индивидуальный подход к каждому бизнесу. А сколько на сегодня вообще филиалов Алмаз-Эргенбанка по республике? По республике у нас 16 филиалов. И при этом за пределами республики, насколько мы знаем, Алмаз-Эргенбанк тоже уже представлен. Есть. Это Приморский край и Хабаровск, и город Владивосток, и Хабаровск, и есть представительство город Москва. Ну, один из вопросов, наверное, касательно именно работы с предпринимателями, в том числе, включают ли пакеты какие-то карточные продукты, потому что для некоторых предпринимателей тоже это важно, ну, и особенно малый бизнес иногда на ходу сами где-то все вот оплачивают, сейчас тем более картами это производится. Да, конечно, пакет предусматривает наличие корпоративной карты, которая позволяет пользоваться данной картой. Не обязательно проводить безналично по счетному счету, можно пользоваться корпоративно. На самом деле это очень выгодно и удобно для бизнеса, поскольку всегда карту можно таскать с собой. И очень полезно и выгодно особенно для северного региона. Ну и оперативно, самое главное. Да. А по условия пользования, опять же, корпоративными картами, то есть в вот пакеты, о которых мы сказали, включают ли они какие-то там особые условия по выпуску, обслуживанию, может быть, комиссионные какие-то сборы? Нет, особых условий нет, они предусмотрены в качестве составе пакетов, но есть клиенты, которые уже пользуются корпоративной картой, мы также предлагаем универсальный бизнес-карт. На самом деле их очень много у нас видов в банке, и каждый предприниматель выбирает именно ту карту, которая ему больше всего подходит. Поэтому более подробно можно ознакомиться на сайте банка, либо вот подойти в офис банка, ну и проконсультироваться, получить более подробную информацию. Еще какие-то каналы связи есть, опять же, чтобы просто узнать информацию подробнее? Информацию, да, мы размещаем активно на нашем сайте Алмаз-Эргенбанк, а также группа МАКС. Какие-то, может быть, еще акции для предпринимателей планируются? Или, может быть, действуют параллельно с этим? Да, на самом деле мы стараемся, учитывая сезонность, специфику бизнеса, проводить различные акции. В этом году вот запустили по расчетно-кассовому обслуживанию. В прошлом году у нас была акция по торговому терминалу и акварингу. Были снижены ставки и также был бесплатный период обслуживания. Ну и вопрос касательно, опять же, подойти. Я так понимаю, если мы говорим про филиалы, которые расположены в районах республики, там они универсальны. Насколько знаю, в городе Якутске у нас какие-то занимаются в основном физическими лицами, какие-то юридическими. Вот юридическим лицам в столице республики куда подходить, куда обращаться? Мы всех клиентов ждем по нашему адресу город Якутск, проспект Ленина, 1. То есть это конкретно место, куда стоит идти именно юридическим лицам? Да, все верно. Ну, спасибо большое, Наталья, за ответ на вопрос, потому что действительно мы с вами и за кадром поговорили, вот смотря новостной выпуск, что да,
малому бизнесу сегодня не сладко. И хорошо, что есть вот такие продукты, которые, ну, позволяют заниматься любимым делом, потому что многие предприниматели все-таки занимаются любимым делом, и при этом, да, оставаться на плаву. Классно, что есть структуры, которые поддерживают их начинания и в какой-то степени в трудную минуту протягивают руку помощи. Будем рады всех видеть в Алмаз-Регионбанке. Вот. Ну, Спасибо. что вообще, вот говоря про предпринимательство, что действительно важно для любого предпринимателя? Это уверенность в завтрашнем дне и прочный фундамент. Ну, вот об этом мы сейчас частично и поговорили. Банки сегодня предлагают инструменты, чтобы этот фундамент укреплять. И спасибо нашим экспертам за информацию об акции. Но есть события, которые становятся фундаментом уже целой республики. Пока мы говорим о развитии бизнеса сегодня, давайте вспомним, какие исторические вехи были заложены 26 марта в разные годы. Ведь любая крупная дата – это когда-то тоже был просто сегодняшний день, с которого кто-то начал большое дело. О главных событиях этого дня в нашей рубрике далее. На календаре 26 марта. Сегодня по народному календарю Никифоров день. В народе говорили, что солнце все больше топит снег, а вешние воды просачиваются в берлогу и тревожат медведя. В этот день хозяин леса просыпался и выходил из своего зимнего жилища. На Руси медведь считался человеком, только в другом облике. Недаром существует множество легенд о превращении медведя в человека и наоборот. Некоторые части медвежьего тела использовали в обрядах. По лапе, например, гадали. Это день в истории. 1162 год. Войска Фридриха I Барбароссы захватили Милан. 1328 Иван Калита получил от хана Узбека ярлык на княжение Костромское. 1828 состоялся единственный авторский концерт Франца Шуберта. 2003 на Марсе найдено замерзшее море. В этот день родились Александр Литовченко, русский живописец, академик, передвижник. Александр Люзюков, советский военачальник, герой Советского Союза. Алексей Петренко, советский российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Алексей Булдаков, советский российский актер театра и кино, народный артист России. Кира Найтли, британская актриса. Именины сегодня отмечают Александр, Григорий, Кристина, Николай и Терентий. А мир высокой моды тем временем продолжает удивлять. На этот раз в центре внимания оказался не новый итбэк и не тренд на минимализм, а персонаж, знакомый каждому с детства. Премиальный испанский бренд Loewe, известный своей люксовой кожей и авангардным дизайном, показал коллекцию, которая вызвала бурю эмоций в соцсетях. Главный предмет обсуждения – пальто с огромным капюшоном. Казалось бы, ничего особенного, но этот капюшон дополнен двумя большими круглыми коричневыми ушами. Комментаторы из СНГ, увидев показ, моментально узнали источник вдохновения. Дизайнеры, сами того, возможно, не подозревая, создали образ, который вызывает прямые ассоциации с Чебурашкой. Тот самый зверек неизвестной породы, который когда-то плавал в ящике с апельсинами, теперь неожиданно стал музой для люксового бренда. Когда именно этот последний писк моды появится в магазинах, пока держится в секрете. Ну вот у России свой как бы символ, да? Ну, он, кстати, распространен, потому что я, насколько знаю, я уже возраст дает свое, могу путать факты, но Япония в свое время прям выкупала права даже на переиздание у себя мультфильма о Чебурашке или покупала права на трансляцию и так далее. То, что, да, наш символ, вот этот мультипликационный, он у нас есть и радует, что он покоряет сердца за рубежом, не только в странах СНГ. И вот, опять же, мы не знаем, намеренно ли, да, новая вот эта куртка, пальто, что это, парка похожа на Чебурашку, может быть, так, случайность абсолютная, а может быть, действительно, дизайнеры вдохновились, и мы этого сейчас знать не можем. Да, как здорово видеть якутские какие-то национальные мотивы на тех же мировых подиумах. Это отдельная категория этого радости. Вот. Тем временем весна — это время перемен в гардеробе все-таки. Почему мы про гардероб говорим? Да? Как обновить свой образ, сохранив связь с корнями и впустив в него свежесть сезона, нам расскажет дизайнер в рубрике «Мода и стиль».
Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист, и сегодня наша с вами любимая рубрика о моде и стиле. И сегодня у нас в гостях дизайнер Надежда Докторова. Надя, привет! Привет! Очень здорово, что ты с нами. Спасибо большое. Сегодня вот я бы хотела поговорить с тобой на тему вообще вдохновения, стиля, весны и вот этого всего, что вокруг нас сейчас происходит, потому что, на удивление, потеплело быстрее, чем мы все планировали. И теперь нам нужно что-то с этим делать. Ну, обстоятельства должны нас радовать, да, и, конечно, ранняя весна – это всегда какая-то история об обновлении, о том, что ты хочешь что-то поменять в своей жизни, в своем настроении, и одежда – это, ну, один из важных и понятных инструментов, когда, ну, эффект нового платья, наверное, помнят все, да, когда ты одеваешь новое платье, то ощущение, то есть речь даже не о платье, не о том, куда ты идешь, а именно об ощущении. Это настолько незабываемо, что каждый раз хочется повторять именно эффект нового платья. Я так его называю. Смотри, ты шьешь одежду сама, много как бы вкладываешь, вообще в целом следишь, я думаю, за трендами, за модой, да, но в том числе у тебя как у дизайнера есть там свой ДНК-код, да, то есть это какая-то женственность, такая вот чуткость, утонченность. И вот мне бы хотелось уточнить, как ты считаешь, вот мода и стиль, они вот где? Они вместе, они по отдельности? Вот как для тебя это? Ну, для меня, на самом деле, здесь нет никакой проблемы, потому что я считаю, что мода и стиль, они связаны между собой, и их разделять, ну, абсолютно не нужно, потому что когда у тебя нет стиля, мода тебе не поможет, да, а когда у тебя есть возможность быть модной, да, и при этом, ну, как бы чувствовать стиль, то это эффект X2, да, поэтому, ну, это такая история, которую нужно прокачивать в себе постоянно, потому что одежда, она, как бы это банально ни звучало, но испокон веков это наша визитная карточка, и то есть через одежду мы передаем всю информацию, потому что, да, любой человек считывает о нас за первые 2-3 секунды, Все вот точно да. так же, вот прямо Вот просто... как ты одет, вот тебя сразу считали. Куда пошел, да, какие у тебя цели, какие у тебя мысли, все сразу. То есть не надо рассказывать даже о себе, а тебе все понятно, потому что то, как ты себя представляешь вот, все верно, да. обществу. Да. Ну, тогда смотри, вот сейчас наша рубрика, она все-таки про моду и стиль, и наши зрители, конечно, всегда ждут рекомендаций. От меня они уже много слышали за все эти годы, что мы работаем. И вот, как говорится, свежие уста. Поэтому, Надя, поделись, пожалуйста, вот как ты считаешь, какие вот тренды, наверное, сезона вот этой весны ты бы порекомендовала, а может быть, что-то и от себя, в том числе не вне трендов, а именно твоя личная рекомендация? Тренды, они важны, потому что они позволяют нам быть, что называется, в ключе, да, и сейчас, наверное, на подиумах, вот неделя моды же сейчас уже прошла, и вот мы посмотрели, мы поняли, что в тренде сейчас какие-то необычные ткани, материалы, очень довольно смелые цветовые сочетания, немножко странные объемы. То есть, ну, по сути, всегда в тренде эксперимент. То есть, когда вы экспериментируете со своим образом, вы никогда не ошибетесь, поэтому нельзя бояться. Одежда, стиль, мода — это то поле, в котором можно играться как угодно. То есть, ну, и при этом получать удовольствие, и самое главное, приносить удовольствие людям. То есть, когда ты красивый, когда в тебе что-то интересное, ну, ты цепляешь. Это точно. А если тогда сказать, например, вот про весенний сезон, все равно есть тренд на верхнюю одежду. Мы как вообще, я все время говорю, что мы в Якутске ходим в верхней одежде, в Якутии 9 месяцев. 9 месяцев мы накрыты чем-то еще. Вот я знаю, что ты тоже занимаешься производством и верхней одежды. И вот на что, например, вообще ориентируются сами люди, и что бы ты порекомендовала от себя? Ну, когда речь идет о верхней одежде, здесь два фактора большую роль играют. Тренды на втором месте, да, ну, мода как таковая, а на первом месте, естественно, то, что сохраняло максимальное тепло. При этом стоило не как крыло самолета эта история, да. На что следует обращать внимание? Ну, я сейчас столкнулась с тем, что зимой мы все абсолютно похожи друг на друга, очень сложно различать, кто идет тебе навстречу. Поэтому, ну, максимально любыми способами пытаться отличиться даже в такой вот достаточно унифицированной одежде, как верхняя одежда, то, ну, стараться это делать. Сохранять тепло, но при этом чем-то отличаться. Ну, это важно, вот, я считаю. Хорошо всего. Так что, друзья, всего хорошего, всем хорошего дня. Будьте самыми модными и стильными этой весной. Пока. Пока.
Ну а затем, как рождаются новые образы, как из тканей, фурнитуры и смелых идей создается настоящая красота, всегда стоит талант, вкус и, конечно, любовь к своему делу. А ведь умение видеть прекрасное и создавать его своими руками приходит к нам еще в детстве. Наша следующая героиня тоже хорошо знает, что такое творить. Она берет в руки не иголку с ниткой, а цветные карандаши. Ее мир — это холст, а настроение — цвета. Героиня следующего сюжета — обычная девочка. Она любит рисовать, и у нее есть педагог, который учит видеть красоту и сохранять радость творчества. И пусть это не станет профессией, но умение творить обязательно пригодится в жизни. И, возможно, это важнее любого диплома. Знакомимся с Саиной Жарковой из Уснера, которая рисует свое счастливое детство. Сегодня мы хотим рассказать вам об обычной девочке, которая вот уже 4 года живет в Уснерском центре содействия семейному воспитанию. Сейчас ей 8 лет, и она уже вполне самостоятельный человек. Знакомьтесь, Саина. В моей семье оказались вот эти дети. Вот тогда Саине было 4 года, Саянчику 3 года. Это самые маленькие дети были. Потом с нами жила их сестра. Сейчас она находится в Вилюйском детдоме, Далана сестра. Брат Рустам у нас занимается борьбой, тоже с нами живет. И старший брат Рустам. Но ему 18 лет, он у нас работает вот так. Мы прямо друг к другу привязались, можно сказать, как мои дети, как мои внуки. У меня 6 внуков, и вот они тоже такого же возраста, как они. Родители живут в Аннабарском районе. Отец оленевод, а матери нет. Саинка любит помогать нам, воспитателям по дому. Мы с тобой что делаем? Готовим, да, помогает. И Саянчик помогает тоже. Кто они по национальности? Они малая народность Долганы. Есть у Саины и любимый наставник Людмила Федоровна, которая расскажет и покажет, вместе посмеется и обнимет, научит чему-то новому. Это она заметила, что Саине нравится рисовать, и стала потихоньку подсказывать, советовать. Саина любит рисовать, умеет срисовывать, умеет рисовать по памяти, фантазируя и придумывая образы и сюжеты. Саина у нас хрупкая, нежная, тоненькая девочка. И у нее и рисунки такие же. Нежные, удивительно сказочные и волшебные. А мне самой нравятся вот эти новогодние рисунки. Вот здесь вот, допустим, меня удивляют прорисованные детали. Вот Саина нарисовала такие удивительные колокольчики. Прорисованные все детали, подарочки новогодние. Вот здесь зайчики. Это они прям как живые, волшебные, сказочные зайчики. Травка, пенечек на травке. Я обязательно их учу, чтобы они фон обязательно разрисовывали, чтобы это была как бы полная картина. Чем вы тут занимаетесь? Рисуем, поем, играем. Всякие конкурсы. Участвуешь, да? А еще что ты? Саянчика подстригала? Учишься подстригать, да? Да, берешь. Что ты берешь? Машинку и стрижу. И стригу, да? Ух ты, даже я не умею. Да. Здорово. А маму воспитателя как зовут? Надежда Антоновна. Она хорошая? Она какая? Расскажи. Она добрая, хорошая, готовит очень вкусно и заботится обо мне. А ты в семье самая маленькая, что ли? Нет, Саян самый маленький. Саян самый маленький? А сколько Саяну лет? 7. А когда ты рисуешь, ты о чем думаешь? Ну, думаю, когда у меня волосы вырастут и когда я вырасту. И у тебя такие длинные волосы будут? И ты их так покрасишь? Будешь тоже радуга, да? Людмила Федоровна с помощью искусственного интеллекта попробовала оживить некоторые рисунки Саины.
Получилось очень мило. Сейчас Саина рисует карандашами. Может, позже ей подарят акварельные краски. Но и тогда рисунки девочки будут такие же светлые и прозрачные, словно воды родной индигирки на перекатах. Вот смотришь на Саину и понимаешь, у каждого человека есть свой способ выражать себя. Как много можно создать, если есть желание и любовь к этому делу. А можно ли также полюбить, скажем, английский язык? Можно все, если подойти к нему творчески, если не зубрить правила и понимать их логику, если не бояться ошибок, а воспринимать их как шаги к мастерству. Как превратить изучение английского в увлекательный процесс? Какие секреты помогут школьникам чувствовать себя увереннее? Расскажет об этом всем рубрика «Спроси учителя». Вы сможете прочитать это слово с первого раза? Вот я – нет. Но наш учитель знает слова и посложнее. Всем здравствуйте! Я Валентина Варламова, а это проект «Спроси учителя», где школьники задают свои вопросы, а у эксперта всего 60 секунд на ответ. Егор Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Готовы принять вызов 60 секунд? Готов. Здравствуйте, меня зовут Черкова Милана, ученица 5 класса Алтайской школы имени Екатерины Семеновны Никитиной Амгинского района. Скажите, пожалуйста, за сколько времени можно полностью выучить английский язык? Английский язык полностью можно выучить и за год, но это все зависит от самого человека. Если вы заинтересованы, если вы прям желаете выучить полностью английский язык, то вы сможете его и за 1 год, повторюсь, да. Если вы проживаете в англоязычной стране, если вы постоянно разговариваете, да, отрабатываете, слушаете, смотрите, и читаете статьи, газеты, то вы сможете его выучить и за короткое время. Если человек сам не заинтересован, если человек просто посещает уроки, не делает там домашнего задания, не общается со сверстниками на языке, да, то он может и учить десятилетиями. Поэтому все зависит от вас. Здравствуйте, меня зовут Жулин Кирилл, ученик 3 класса, школа номер 5, поселка Ленинского. А скажите, пожалуйста, зачем учить грамматику и 1000 времен? Грамматику и времена нужно учить. Почему? Потому что если вы не знаете грамматику, если вы неправильно строите предложения, времена не знаете, не отличаете времена, то вам будет сложно, во-первых, понимать язык, да, во-вторых, писать какие-то письма, статьи. Поэтому на уроках мы всегда требуем, да, чтобы ребята прямо с начального класса, начиная с начального класса, учили времена и грамматику. Здравствуйте. Я от класса Вадим, ученик 7 А класса Намской улусной гимназии имени Николая Семеновича Хлопка. И у меня есть вопрос. Можно ли выучить английский по сериалам и видео? Только по сериалам и видео, мне кажется, его невозможно выучить, да? Но если вы постоянно смотрите сериалы, видео, фильмы на английском языке, то вам будет легче его учить. Почему? Потому что когда вы слушаете иностранные слова, то ваш мозг начинает отрабатывать, понимать какие-то слова, выражения, да, то есть вы запоминаете. То есть полностью грамматику, например, если вы собираетесь учить по видео, его невозможно. Почему? Потому что, во-первых, в сериалах и видео люди очень быстро говорят, поэтому нужно начинать с маленького. Например, слушать короткие статьи, да, разговоры, блоги, например, да, на английском языке, то вам будет легче его учить. Поэтому сериалы и видео тоже нужно смотреть, но его невозможно только выучить с помощью сериалов. Ребята, спасибо за вопросы, ведь английский язык является международным языком, и я считаю, что каждый ученик должен знать его как свой родной язык. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в ритме образования Якутии.
Ну, существуют и другие языки, но не требующие перевода. Это язык тела, движений и благородства. Он требует не меньше дисциплины, концентрации и виртуозности. И если в английском мы учимся выстраивать диалог словами, то в этом виде спорта диалог ведется с помощью клинка. Фехтование – один из самых элегантных, но при этом технически сложных видов спорта. Насколько он сегодня востребован, с какого возраста стоит начинать и с какими страхами сталкиваются родители, обсудим с тренером Ефросиньей Волынкиной и с ее подопечной Эней Ивановой. Доброе утро, девушки. Доброе утро. Ефросинья, ну вообще, насколько востребовано фехтование сегодня у нас в городе или в республике в целом? В республике мы вообще в целом, в республике мы только одни, то есть существует только один клуб. Поэтому сказать, что востребовано, конечно, ну, у нас нету ни конкурентов, ни у ребят, да, поэтому работаем вот только мы. А можно от обратного же посмотреть востребованность, что если вы одни, но, допустим, очень много желающих заниматься, там, ну, и доходит до ситуации, что ну, нет места там взять. Да, у нас да, такое есть, к сожалению, практикуется. Востребованность есть. Ну да. С какого возраста, да, вот, по-вашему, лучше отдавать ребенка на занятия фехтованием? Ну, на самом деле, это такой вопрос, и вправду очень важный. Мы можем детей от 6 принимать к нам на занятия, но там строгий отбор, потому что 6-летний ребенок, это, опять же, да, смотрим на то, готов ребенок к таким занятиям серьезным, потому что как-никак мы работаем с оружием, он имеет вес, он и по технике безопасности, да, как бы есть свои определенные правила. Поэтому от 6 лет, да, мы можем рассмотреть, может ли ребенок заниматься или нет. Ну, какой-то есть оптимальный возраст? Потому что, допустим, в некоторых видах спорта, если мы говорим про какие-то высокие уже, да, ну, прям большие спортивные достижения, что там, если там пришли после стольки-то лет, уже вряд ли будут какие-то успехи. Там кого-то отдают, вот с коньками очень часто связано, что вот, ну, хоккей, фигурное катание, что там, ну, 3-4 года, это вот прям вот надо золотая середина, когда нужно начинать. А фехтование есть вот эта золотая возрастная середина? Или оно более лояльно, и, в принципе, вот этот люфт возрастной большой? Это тот вид спорта, где никогда не поздно начинать с какого-либо возраста. То есть можно из 6, можно из 10, можно даже из 17 лет также пойти к успеху, также начать получать разряды. Поэтому тут прям, я бы не сказала, что у нас есть какие-то возрастные ограничения. И, ну, с Эней мы успели перед эфиром, перед включением немножко поговорить. Эней 12 лет, да, всего лишь. Со скольки лет ты занимаешься и почему вот ты выбрала, да? Вот сама ли ты выбрала осознанно или родители привели? Ну, я пришла на фехтование в 9 лет. Меня мама попросила попробовать в первый раз. Мне очень понравилось, но так и все закрутилось до 12 лет. Не страшно было вот? Ну, это, как сказала, да, Ефросинья, оружие же, да, действительно, своего рода. Ну, нет. Тяжелое? Не сильно. Ага. Ну, меня оружие в детстве привлекали сильно. Она красиво выглядит. Красиво, эстетично. А больше всего в фехтовании что нравится? Вот красота оружия или, может быть, все-таки какая-то, ну, действительно, это же грациозный вид спорта такой, вот, достаточно элегантный, несмотря на, как бы, то, что мы говорим слово оружие. Это шпага, по-моему, или клинок, как правильно? У нас, да, шпага. Шпага, да. То есть, ну, достаточно элегантный. Что именно тебя вот в этом процессе всем привлекает? Меня больше всего привлекают сами бои. Мне они очень нравятся почему-то. После окончания боев без разницы, выиграл ты или нет, мне какая-то радость появляется сильная. То есть сам процесс тебе доставляет удовольствие, я думаю, это самое главное. А есть уже какие-то успехи в соревнованиях, может быть, за эти 3 года? Ну, мы ездили 3 раза в Хабаровск и 2 раза первое место заработали. Здорово, поздравляю. Ну, опять же, вот тебе нравится заниматься, у тебя уже есть успехи, а в целом как понять, что есть задатки? Потому что, ну, много, наверное, спортивных, хоть и не профессиональных историй можно собрать, когда, ну, как бы тоже есть успехи, да, у спортсмена, но по сути, как бы у него предрасположенности, может быть, даже к спорту нет. Да, это мы смотрим в основном на дисциплину и на терпение ребенка. То есть это фехтование, это такой,
более такой монотонный вид спорта, то есть постоянно там движение, да, ногами вперед, назад, руками то же самое. И тут нужно, чтобы понять, ребенок терпелив, он может это все выдержать, потому что это все с маленького и начинается. То есть это не то, что вот тебе дали оружие, и ты уже начинаешь вперед идти и всех там колоть, да. Поэтому тут вот именно все с движения с ног и идет, поэтому сначала очень долгое время мы начинаем с ногами работать, а потом уже переходим вот к оружию. Поэтому больше задатки вот именно смотрим на то, на психологическую готовность ребенка и дисциплину, и вот терпение. А дальше уже ребенок все может освоить. Это ребенок, он запросто может. Можно ли от этого оттолкнуться и сказать, что любовь к виду спорта, она в принципе может сформировать дисциплину? Может. И все зависит еще от вида. Ну, может, я могу ошибиться, но от себя скажу то, что от вида спорта это тоже зависит. Как вот вы говорили, да, фехтование — это грация, это благородный вид спорта. И даже вот элементарно в правилах мы детей учим к уважению к своему сопернику, к дисциплине. Вот, поэтому они более сдержанные, они ведут себя, конечно, и в поле боя культурно, то есть это тоже немаловажно. Поэтому это как бы все дает. Расскажите про недавние соревнования, да, в которых участвовали? Да, мы вот буквально только вчера прилетели с города Казань, участвовали во всероссийском турнире имени Владимира Житлова. «Весенняя капель» называется соревнование. Но для нас, это вот для республики, это первое выступление во всероссийских соревнованиях. То есть это очень большое масштабное соревнование. Было тяжело, очень тяжело было. Но это мы получили колоссальный опыт, большой опыт, потому что там дети кандидаты мастера спорта. И для нас, и для ребят, конечно, это... Ну, конечно, расстроились, то, что они там, да, мы места, к сожалению, не заняли, но тем не менее... Они все, вот я больше думала, то, что они там будут пугаться, бояться. Нет, они начали, наоборот, все анализировать. Значит, приезжаем, работаем так, делаем это, исправляем ошибку. Ну вот, как-то справились. Вот. Ну, здорово, потому что, значит, ребята все-таки, да, опять же, горят этим, и они хотят работать над собой. Вы правильно сказали, что хоть и там сильные соперники, когда с сильными сражаешься, становишься лучше и сильнее. Да. Вам спасибо за эту беседу. Мы желаем побед. Еще больше. Спасибо большое. Да, ну и развитие, конечно, этого вида спорта. Вот. Ну, фехтование действительно настоящее искусство. Такое вот, один из видов спорта, где искусство и спорт перекликаются. Оно завораживает. Ну, а вот если мы поговорим про искусство как таковое, кто из нас не замирал перед экраном, глядя на виртуозные поединки героев в исторических фильмах или блокбастерах? И прямо сейчас узнаем, какие киноленты подарят нам эти эмоции на этой неделе. О самых ярких премьерах четверга расскажем в киноафише. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Так, как найти сокровища? Вперед к сокровищам. Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала. Исследуя закоулки и подсобки Эрмитажа, мышь Моррис находит старинный папирус. Инструкцию, которая может привести своего обладателя к джинну, исполняющему все желания. А значит, Моррису, котам Винсенту и Клеопатре, а также их двум непоседливым котятам, пора паковать чемоданы. Исследователи отправляются в Египет, в запутанные коридоры величественных пирамид, крокодилом Нила и древним храмом Луксора. В новом фильме Клеопатра заговорит голосом Дарьи Блохиной, а за кошечку Оливку будет мурчать и мяукать актриса Снежана Самохина. Вернутся и актеры из первой части «Кошачьих авантюр». Мультфильм не только напомнит детям и взрослым о том, как важно поддерживать друг друга, но и познакомит с культурными особенностями Ближнего Востока, его пустынной красотой, основными достопримечательностями и древними загадками. Сработало! Это похоже на очень длинную сосиску! Я понимаю, что вы считаете, что я подхожу для миссии. Я знаю, что на кону. Приближается объект.
если бездействовать. Все живое на планете вымрет, включая нас. Доктор Грейс, мир рассчитывает на вас. В мировом прокате фильм «Проект. Конец света» с Райаном Гослингом в главной роли. Лента снята по одноименному произведению Энди Вейера 2021 года. Сценарист картины Дрю Годдард уже работал над экранизацией его книги «Марсианин», в которой Мэтт Дэймон удачно перевоплотился в космонавта. Райланд Грейс выходит из анабиоза на космолете и оказывается единственным выжившим членом экипажа. У героя серьезная амнезия, он не помнит даже своего имени. Позже мужчина осознает, что он молекулярный биолог, который работает школьным учителем. В полном одиночестве Грейс завис в другой звездной системе, а его главная миссия – спасти Землю от грядущего ледникового периода. У персонажа, как и у зрителя, назревает вопрос, почему в руках обыкновенного педагога лежит спасение целой планеты. Ответ прозвучит лишь в финале истории. Ну а мы желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Для меня это билет в один конец. Я не дам Грейсу умереть. Проект «Конец света». Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Прием заявлений в первые классы во всех российских школах начнется не позднее 1 апреля. Первый этап продлится до 30 июня. В этот период документы принимают от семей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также от тех, кто имеет право на приоритетное зачисление. Подать заявление можно лично, заказным письмом по почте или онлайн через портал госуслуги. Вторая волна записи пройдет с 6 июля по 5 сентября. В это время ребенка можно записать в любую школу при наличии свободных мест, независимо от места его регистрации. Уведомление о зачислении поступит в личный кабинет на госуслугах. В 2025 году в России зафиксирован резкий рост интереса женщин к рабочим специальностям. По данным исследования ха.ха.ру, лидерами по числу женских резюме стали упаковщики, разнорабочие и кладовщики. Также женщины стали значительно чаще искать работу водителями, операторами производственных линий и даже грузчиками. Кроме того, в список популярных направлений вошли профессии маляров, штукатуров, машинистов и сервисных инженеров. Кадровые резервисты «Алроса» тренировались управлять предприятием в деловой игре в Мирном. Подробности об этом далее в сюжете. Деловую игру включили в первый модуль обучения программы развития краткосрочного кадрового резерва «Алроса» в Мирном. Игровое поле – земля, богатая ресурсами. 4 команды, представляющие 4 условных комбината, осваивали территорию и развивали предприятие. Игра напоминает монополию, но победить можно только вместе. Участники успешно справились с задачей. Следующий шаг – развитие управленческих компетенций. Если, соответственно, такие сотрудники стали краткосрочным кадровым резервом, предполагается, что их развитие занимает не более года, и это говорит нам о том, что в течение года эти сотрудники должны пройти такую массированную программу развития, чтобы быть готовыми к тому, чтобы занять ключевую должность. Программа – часть системы преемственности «Алроса». В нее входит оценка компетенций, разработка и выполнение индивидуального плана развития и передача опыта наставниками. В Нижнем Бестяхе стартовала 69-я эстафета культуры и спорта. Напомним, что ежегодно в культурной спортивной эстафете принимают участие около 10 тысяч человек. Такое масштабное мероприятие является площадкой для старта молодых артистов, обмен опытом и сохранения народных традиций, а также стимулирует рост исполнительского мастерства, помогают находить народных самородков. В этом году в Нижнем Бестяхе транспортный техникум и 2 общеобразовательные школы и прикрепленные организации участвуют в спортивных соревнованиях и в художественной самодеятельности.
Молодые писатели Якутии собрались в столице региона на 12-м республиканском совещании. Такая творческая площадка – это своего рода толчок, стимул на большой творческий путь. Участвует более сотни авторов в возрасте от 18 до 40 лет, прошедший предварительный отбор по итогам заочного рассмотрения произведений. В рамках совещания сегодня и завтра запланированы различные мероприятия, в том числе участники обсуждают свои рукописи с признанными мастерами слова, обмениваются опытом, также состоится презентация книг и встреча с поэтом, военным корреспондентом, главным редактором журнала «Политрук» Алексеем Шороховым. По итогам совещания произведения молодых авторов будут опубликованы в книжных издательствах и войдут в литературный сборник. К этому часу это все актуальные новости. До встречи в эфире. Вот такое утро у нас сегодня выдалось. Мы Такое узнали. вот утро случилось. Оно случилось, этого уже не изменить. Нам остается только дальше с улыбкой на лице продолжать этот день, чтобы он принес нам в ответ тоже поводы улыбаться. Наверное, как-то так можно это сформулировать. А может быть, я же сказал что-то непонятное. Это допустимо, потому что хочется скорее уже в этот день отправиться. Мы желаем вам хорошего настроения обязательно сегодня. Обязательно прогуляйтесь на работу пешочком. Погода позволяет. До завтра.